Лето. Изумрудная зелень, аромат цветов. Как же органично вплетаются в краски природы великолепные национальные костюмы. Эссе. Национальный праздник, который соединяет в себе все чаяния и надежды людей на доброе завтра. Праздник, который бережно сохраняет традиции предков и помогает передать их дальше. Праздник, который учит любить и понимать природу, слышать мир друг друга. Это то, что веками хранилось в каждой семье и что ждали долгими зимними вечерами. Улахан-Мунку место для эсэха определено давным-давно. На территории села Улахан-Мунку мы сегодня отмечаем национальный праздник Исых. Данный праздник на территории нашего села проводится каждый год. Это традиционно. Раньше на Тюгюльге проводилась Исых Алекнинского района. А так сейчас, как в 2021 году, у нас уже имеется красивое место, долина Няхачато, и поэтому Исых Алекнинского района проводится уже там. А ранее проводился на нашей Тюгюльге, Улахан-Мунку. Если из истории рассказывать, то раньше 3 населенных пункта – это село Инкюр, село Лекнинское и Улахан-Мунку. Все вместе мы встречали лето и отмечали праздник Исых. В этом году мы здесь отмечаем наш праздник, жители села Улахан-Мунку. В сложные времена люди собираются все вместе, чтобы почувствовать, они не одни. Рядом локоть соседа по дому, по улице, по селу, по радостям и горестям. У нас сегодня очень празднично, Исых национальный праздник. Каждый год у нас бывает. Нынче очень много народу. И каждый год бесплатно нас, людей. Гостей всех кормят. Ну и торжественно сейчас тоже очень хорошо было. Оксана Николаевна, глава администрации. Но наша землячка, она очень хорошо тоже начала работать. До этого у нас работали Виталина Николаевна главой. Сейчас она их всех как бы научила, и наши дети все работают главой. До этого Еремей Иванович работал тоже главой, тоже хорошо. В общем, все нормально, я считаю. И так держать, думаю. Всем здоровья желаю, чтобы так же хорошо работали, жили, здоровье было. И вам тоже желаю здоровья. Среди главных традиций – соревнования, которые проходят в этот день. Первое действие это было, конечно, традиционный алгыс, обряд алгыса, конечно же, благодатный кумыс для всех гостей. Мы провели обряд кумысопития, общей осохой исполнили. И, конечно же, были такие номера, фольклорные номера, выступления наших детей, творческих коллективов, которые вы сегодня тоже, наверное, увидели.
После обеда у нас проходит спортивные состязания. Спортивные состязания – это многоборье. Здесь у нас спортивные состязания проводятся среди женщин, и среди мужчин, и среди юношей. Раньше к ним готовились в течение года. Победители чествовали, их имена передавали друг другу. Как и раньше, сейчас в соревнованиях участвуют все желающие. Насчет соревнований, это Улахамуку очень хорошее. Всегда бывает. Здесь раньше было районные соревнования, СЭХ проводилось, и соревнования. И всегда земля Улахамуку очень хорошо встречала нас. И гостей, и участников соревнований. Вот как динамично идет сейчас массрестлинг. До этого было прыжки через нарты. Сейчас у нас многоборье будет, только многоборье. И участники будут соревноваться по 5 видам спорта. Это стрельба из традиционного лука, стрельба из пневматики, прыжки через нарты и масс-рестлинг. Самый динамичный. Вот. Ну, очень много участников. Это 10 участников. Сейчас среди мужчин, среди детей 9 участников. Среди прекрасных дам у нас тоже 8 участников. Очень же. Пусть победит сильнейший. Так. Jara tarbak pun anu tutun na dia. Mas orta tuar. Jas lawan bulcingin barat nilai tenerar. Tangas nanya kardaka. Süz berihan. Ülaliler olatar. Tindaran kayan. Şöyle mahadi paput, masar tutur jatar bakut baranerar, tarbakut barda jazito. İki ulaksanan gayne liste, onna kira hasta olur budular. Bastı mesenillah, Максим Иванов, Эрдалям Бирагин. А для того, чтобы соревнования проходили еще более интересно, жители села приняли участие в конкурсе программ местных инициатив для приобретения национального спортивного оборудования и инвентаря. Это позволит принимать участие по многим полюбившимся видам спорта всем желающим, в том числе по стрельбе из лука. Здесь каждый знает знаменитую землячку, лучницу Степаниду Артахинову. Она частая гостья в родном селе. Бегайте, сами бегайте. Тимоша, как бы сами бегайте, не видишь, стреляют, тебе попадутся. В этом году мы выиграли на республиканском конкурсе программы поддержки местных инициатив и реализуем данный проект организации проведения спортивного мероприятия. Для данного мероприятия мы заложили средства, составили план мероприятий для организации проведения этого соревнования. Конечно же, нам помогли наши спонсоры, жители и уроженцы села Улахамуку, и такие же предприниматели, которые у нас проживают и на территории города Алекинска, и города Якутска. Мы благодарим всех наших спонсоров, которые откликнулись и помогли реализовать данному проекту, и, конечно же, наших жителей, потому что каждый житель нашего села вложил финансовую свою поддержку. Второй проект, который мы тоже представили и выиграли, это, конечно же, у нас ремонт нашей дороги, наших улиц внутри села, который мы реализуем, конечно же, уже в скором времени тоже. И сегодня самое зрелищное – это спортивные состязания. Спортивные состязания у нас – это стрельба из пневматической винтовки, стрельба из лука, прыжки через нарты,
перетягивание палки, масс-рестлинг. И одно из таких зрелищных – это когда мужчины тянут сани, пустые сани, они тянут, но достаточно это тяжело. И я так думаю, что победят сильнейшие наши ребята, наши ботеры. Есть прошлогодний победитель, это у нас Сафонов Алексей Петрович, он был в прошлом году победителем, в этом году он тоже принимает участие. Мы в этом году переговорили с нашим индивидуальным предпринимателем крестьянско-фермерского хозяйства Коротких Николай Валентинович. Он откликнулся и поставил жеребенка победителю, абсолютному победителю от игр многоборья по национальным видам спорта. И пусть победителем станет не каждый, но каждый сохранит в своей памяти яркие эмоции, запомнит свой азарт, соревновательный дух. Соревнования прошли очень в дружеской атмосфере. Достойные соперники. Да, достойные соперники. Ну, все понравилось, хорошо. Первое место Куличкин. Кстати, в этот день, как и полагается на Эсэхе, всех гостей и участников угостили вкусным обедом от щедрого и доброго сердца. В этом дне взнос каждого жителя небольшого села, земляков. Это яркий пример того, как можно создать праздник всем вместе. Ежегодно мы сохраняем культуру и самобытность нашего якутского народа и, конечно же, нашего многонационального алекнинского народа. И наши дети, которые принимают участие, они все-таки залаживают, и для будущих наших потомков это сохранение самобытной культуры. Они видят, какие вот национальные блюда, какая национальная кухня, какие национальные игры. И, конечно же, немаловажно, это национальные костюмы. И ежегодно участников, которые вот приезжают на наш национальный праздник Эсэх, они всей семьей приезжают в национальных нарядах, принимают участие, готовят, конечно же, национальные блюда и угощают друг друга.